давние-давние времена были у одного человека две дочери и сын. Одна из дочерей была приемная, поэтому никто ее не любил, никому она не была нужна. Вот задумал однажды отчим от нее избавиться и говорит: «Пойдем со мной в лес, я буду дрова рубить, а ты ягоды собирать». Взяла девочка корзинку, положила в нее клубок, сели они на телегу и поехали в лес. Ехали и уехали в самую лесную глубь. Отчим распряг лошадь, чтобы она попаслась на травке, и говорит девочке: «Иди собирай ягоды. Когда перестанешь слышать стук топора, возвращайся обратно». Девочка взяла свою корзинку и пошла. А отчим привязал к большому дереву деревянную колотушку, снова запряг свою лошадь и поехал домой. Собирает девочка ягоды и прислушивается. А ветер бьет колотушкой по дереву, и стук разносится по всему лесу. Девочка и думает, что отчим-то до сих пор дрова рубит. Вот собрала она полную корзинку, уже и вечер наступил, и ветер начал стихать, не слышно больше стука. Вернулась девочка на поляну, а там ни отчима, ни телеги с лошадью. Заплакала девочка. Что теперь делать? И пошла, куда глаза глядят. Шла и вышла к полю, а по полю дорога идет. Побрела девочка по дороге, слезы из глаз текут, ноги еле двигаются, устала. Пройдет немного и спрашивает: «Укатился мой клубочек, вы его не видели?» Потом еще немного пройдет и снова спрашивает сквозь слезы. Встретился ей табун лошадей. Спрашивает она у пастуха: «Укатился мой клубочек, вы его не видели?» Отвечает пастух: «Видел я твой клубочек. Если попасешь вместо меня табун один день, дам тебе коня». Согласилась девочка. Попасла она лошадей один день, получила в подарок коня и поехала по той дороге, которую указал ей пастух. Долго ехала и встретила коровье стадо. Попасла она его один день и получила от пастуха в подарок корову. Поехала дальше. Ехала, встретила стадо овец. Попасла его один день и получила в подарок овцу. Потом также получила козу. И поехала дальше. Ехала целый день, до вечера, стемнело. Захотелось ей спать, прям глаза слипаются. А остановиться страшно, и вдруг увидела она вдалеке маленький огонек. Это оказалась деревня. Доехала девочка до деревни и постучалась в самую крайнюю маленькую избушку. В избушке сидела старуха. Она была ведьмой. Девочка спрашивает ее: «Укатился мой клубочек, вы его не видели?» Отвечает старуха: «Ты приехала издалека. Будь моей дочерью». Наутро старуха велела девочке затопить баню. Девочка затопила и говорит: «Бабушка, баня готова, пойдем мыться». Отвечает ведьма: «Хорошо, доченька, но я сама идти не могу. Возьми меня за руки и подталкивай в спину». «Нет, бабушка, я боюсь. Если так сделаю, ты на меня рассердишься». Взяла девочка старуху на руки и бережно отнесла ее в баню. Говорит старуха: «Возьми меня за волосы и подними на полок». «Нет, бабушка, я боюсь. Если так сделаю, ты на меня рассердишься», отвечает девочка. Взяла она старуху на руки и аккуратно посадила на полок. «Доченька, попарь меня веником», просит старуха. «Возьми за прутья, да черенком по спине». «Нет, бабушка, я боюсь. Если так сделаю, ты на меня рассердишься», отвечает девочка. Взяла девочка веник и осторожно, ласково стала парить ведьму. Помыла старуху, отнесла на руках в дом и уложила на мягкую постель. Ведьма ей говорит: «Доченька, у меня голова чешется. Расчеши мне волосы». Взяла девочка расческу, чтобы причесать ведьму. Смотрит, а у той в волосах крупицы золота и серебра блестят. Жемчуга и драгоценные камни переливаются. Закончила девочка причесывать и говорит ей старуха: «Ну а теперь спляши для меня. Очень хочу увидеть, как ты танцуешь». Стала девочка танцевать, и не упала у нее из кармана ни одна жемчужина, ни одна золотая крупинка.
Поняла старуха, что девочка честная, хорошая, и говорит: Если хочешь вернуться домой, езжай, доченька. я не знаю дороги. Я покажу тебе дорогу. Возьмешь вот этот зеленый сундучок, это мой тебе подарок. Но пока до дома не доедешь, не открывай его. Девочка поблагодарила старуху, забрала сундучок, села на лошадь, взяла с собой корову, овцу и козу и отправилась домой. День едет, два едет, много уже проехала. Уже и ее деревня близко. Собаки отчима лаять начали. Ау, ау, а девчонка, которую бросили, богатая возвращается. Эти собаки совсем с ума сошли, говорят отчим с мачехой. Ау, ау, а девчонка, которую бросили, богатая возвращается. Ау. Снова лают собаки. Вот уже и сама девочка до дома добралась. И решила она посмотреть, что в зеленом сундуке. А там серебро, золото, жемчуга, кораллы и драгоценные камни. Так что стала она очень богатой. Еще сильнее не взлюбили ее отчим и мачеха. Захотели они, чтобы их родные дети тоже разбогатели. И родная дочь взяла свой клубок и поехала с отцом в лес на телеге. Ехали, уехали в самую лесную глубь. Отец распряг лошадь, чтобы она попаслась на травке, и говорит дочери: «Иди, собирай ягоды. Когда перестанешь слышать стук топора, возвращайся обратно». Девочка взяла свою корзинку и пошла. А отец привязал к большому дереву деревянную колотушку, снова запряг свою лошадь и поехал домой. Собирает девочка ягоды и прислушивается, а ветер бьет колотушкой по дереву, и стук разносится по всему лесу. Девочка и думает, что отец до сих пор дрова рубит. Когда ветер стих, вернулась девочка на поляну, но ни отца, ни телеги с лошадью не нашла. Заплакала девочка. Что теперь делать? И пошла, куда глаза глядят. Шла и вышла к полю, а по полю дорога идет. Побрела девочка по дороге, слезы из глаз текут, ноги еле двигаются, устала, пройдет немного и спрашивает: «Укатился мой клубочек, вы его не видели?» Потом еще немного пройдет и снова спрашивает сквозь слезы. Встретился ей табун лошадей. Спрашивает она у пастуха: «Укатился мой клубочек, вы его не видели?» Отвечает пастух: «Видел я твой клубочек. Если попасешь вместо меня табун один день, дам тебе коня». «Мне не нужен твой конь», — ответила девочка и прошла мимо. Встретила она и стадо коров, и стадо овец, и стадо коз. Ни одного пасти не стала. А через несколько дней пути вышла к той деревне, где жила старая ведьма. Девочка спрашивает ее: «Укатился мой клубочек, вы его не видели?» Отвечает старуха: Ты приехала издалека? Будь моей дочерью. Наутро старуха велела девочке затопить баню, та ушла и вернулась. Говорит ведьма: Доченька, пора в баню идти. Только сама я не могу. Возьми меня за руки и толкай в спину, так и дойдем. «Ладно, бабушка», — отвечает та, взяла старуху за руки и стала сзади в спину толкать, да посильнее, чтобы быстрее дошли. Говорит старуха: Возьми меня за волосы и подними на полог. «Ладно», — отвечает девочка, и втащила старуху на полог за волосы. Доченька, попарь меня веником, Просит старуха. возьми за прутья да черенком по спине. «Ладно», — отвечает девочка, и давай старуху колотить черенком веника по спине. Как старуха велит, так все и делает. Вернулись в дом, и говорит старуха: Доченька, у меня голова чешется. Расчеши мне волосы. Взяла девочка расческу, чтобы причесать ведьму. Смотрит, а у той в волосах крупицы золота и серебра блестят. Жемчуга и драгоценные камни переливаются. Стала старуху причесывать и потихоньку себе в карманы складывать золото, серебро и драгоценные камни. Закончила она, и говорит ей старуха: Ну, а теперь спляши для меня. Очень хочу увидеть, как ты танцуешь. Стала девочка танцевать, и посыпались у нее из карманов крупинки золота и серебра. Полетели драгоценные камни. Поняла старуха, что эта девочка взяла чужое добро, и говорит ей: Если хочешь вернуться домой,
Езжай, доченька. Я не знаю дороги. Я покажу тебе дорогу. Возьмешь вот этот черный сундучок. Это мой тебе подарок. Но пока до дома не дойдешь, не открывай его. Девочка забрала сундучок и пошла домой. Долго шла, и вот наконец добралась до родной деревни. Встречают ее отцовские псы. Девчонка, которая богатство захотела, возвращается ни с чем. Зашла девочка в дом и скорее открыла черный сундук. А там паутина с черными пауками и страшная желтая жаба.